какие-то Все, мы в видео. эфире уже. Ничего, абсолютно, вот полный штиль. И такое впечатление действительно создается, что по улицам ходят только хулиганы, да, их видно везде. О них пишут, их видно, и вот такое впечатление, что весь чеченский народ состоит из этих 10 хулиганов, которые тут по Вене, например, крутятся. Да, совершенно верно. Ну, это нас не остановит. Так, звука нет. Есть, звук есть, все отлично, все супер. Мы на канале Ичкерия Лайф, Среда Исханова. Мы снова возвращаемся к нашей теме, которую мы обсуждали до того, как нас русские террористы атаковали уже на нашем канале. Так. Прямо во время трансляции. Во время трансляции была атака произведена. И мы возвращаемся к нашей теме. Атака и славянский след. Славянский след не хочется называть его, потому что украинцев не хотелось бы. Но албанец, да, поэтому это русский след. Чтобы более определить, в политическом смысле мы имеем в виду, политических русских мы имеем, а не этнических, которых огромное разнообразие. Хусейн, мы с тобой там говорили, и нас на том канале, на реалити, нас как раз, где оборвалась наша связь, это говорит о том, что они нас смотрят внимательно, это хорошо, хоть у нас немного подписчиков, которых убирают постоянно, это тоже нужно напомнить. У нас убирают подписчиков, убирают просмотров. Именно твое видео, прошлое видео, где-то в 1,5 или в 2 раза, вот прошлая Среда Исханова передача, 1,5 или 2 раза прямо списывались на моих глазах. Я это все фиксировал, смотрел, убиралось. Видно, ты им очень не нужен в эфире, Хусейн. Короче говоря, тебе слово, Хусейн. Да, здесь, если люди, хакеры российские, да, могут вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах Америки, в Европе, там лазить по каким-то секретным этим делам, ну, естественно, в YouTube залезть им тоже никакого труда, конечно же, не составляет. А тем более, я думаю, что на русском сервере YouTube сидят русские, да, они контролируют, не американцы, скорее всего, и, естественно, своего, так сказать, там придерживается той, как бы, позиции, да, что про русского ничего нельзя говорить, там какое-то такое, знаешь, такое странная гордость за свой народ, за свою страну, да. Вот у русских это просматривается, хотя итоги просто должно быть любому русскому горько и стыдно за такую страну, за такое руководство, которое в этой стране, которое никак не может уйти на пенсию или куда-нибудь избраться, или дать дорогу молодым. Такое, видимо, большинство российского населения устраивает, когда в стране страна принадлежит олигархам, бандитам, террористам, видимо, не знаю почему, но очень терпеливый русский народ. Я думаю, что это какая-то уже генетическая особенность русского народа. К сожалению, я это говорю. Хусейн, давай тогда вернемся к этой теме. И я тебе задал вопрос. Вот эта эскалация, да, вот этого терроризма, исламского терроризма, как они его там пытаются преподнести, да, вырывая из нашего общества одиночек, подверженных там легкому сильному внушению, зомбированию, находя в течение года-двух, да, кого-нибудь, одного-двоих найти, сделать и такой резонанс, шум произвести. Чем это грозит тогда я расширю свой вопрос, чем это грозит для чеченцев, которые здесь не имеют никакого вида на жительство, и грозит, чем это для граждан уже, которых никак нельзя будет депортировать, и какую цель преследуют русские? Только лишь нас очернить, или вот ты про Навального говорил в прошлый раз, и вот какие еще цели? Обычно их у них несколько всегда бывает. Большой вопрос.
это, естественно, делается все параллельно. Им нужны чеченцы, бандиты, во-первых, да, с самого начала, для того, чтобы не отвечать за военные преступления российской армии, российского руководства, которое возглавлял Путин, потом до него Ельцин. То есть, чтобы российское вот это военное, как бы, ну, преступное руководство в конечном итоге за смерть 300 тысяч граждан Чеченской Республики, за разрушение, за страдания, за разрушенные судьбы, за пытки и так далее, за концентрационные лагеря, которые были созданы в Чеченской Республике Ичкерия, которые мало кто знает уже. Вот за все это должна ответить Россия, должно ответить руководство и народ России. Но для того, чтобы этого не произошло, надо нас демонизировать, надо показывать все время. Вот видите, мы же говорили, что они бандиты. Мы же все время вам говорим, что они бандиты. Видите, они там это взорвали, тут то сделали, того убили. То есть это такая вот волна, которую мы уже наблюдаем десятки лет. Начиная там с 92-3 года, когда мы только наше государство начало становиться на ноги, была попытка нас демонизировать. И в то время, когда они не находили повода, начали вводить войска потихоньку, то с оппозицией, помнится, с Гантемировым, с этими, начали там внутри переворот пытаться делать. Потом началась вторая война, вернее, началась война, потом после войны, даже в период войны начали связывать с Аль-Каидой. Все время пытались нас связать с Аль-Каидой, с радикализмом и так далее. После Второй войны, мы знаем, когда война уже как бы официально по российским меркам в 2009 году закончилась, но после этого еще были партизанские отряды, они успешно там воевали, создали в Сирии руками российских спецслужб, создали ИГИЛ, и в этот ИГИЛ переманили этих людей, которые воевали в лесу. Это уже было новое поколение молодежи, которое не было образовано, которое не имело опыта ведения политических каких-то диалогов, политической борьбы, и только умели орудовать, ну, в смысле, с помощью воевать, в смысле, там, оружием пользоваться. Этих людей, конечно, легко было радикализировать, и, к сожалению, получилось так, что они приняли. А чем грозит, Хусейн? Чем грозит вот для нас? Грозит, да, я хочу просто издалека хотел зайти, к чем это грозит. В конечном итоге мы сегодня вот эти последние два убийства, да, которые одно хотя бы нас не касается, но в том плане касается, что уже, я как чуть раньше сказал, газета «Курьер», австрийская газета, написала, что там вот этот убийца был чеченцем, уже это тут есть. А грозит тем, что вот многие люди, да, мы об этом тоже раньше говорили, получили, например, обменяли на свой позитив, на свой статус беженца конвенционного, обменяли на визы. С этой визой они получили российский паспорт, да? Пошли в посольство, получили добровольный российский паспорт. С этого момента стали настоящими гражданами Российской Федерации. Теперь мы видим, эта ситуация усложняется с этим вирусами, с этими прочими делами. В общем, работы нету, безработица, да, там все такое, экономика немножко шатается. Естественно, вот эти люди, в первую очередь, да, люди, которые получили визы, им просто в один прекрасный день их просто не продлят, да, и все, эта часть уйдет домой уже, вольно, невольно, хотят они этого или нет. Вторая часть, те, кто попал под поле зрения вот этих полиции, ну, в каких-то там религиозных, каких-то делах участвовал радикально, в группировках, может быть, откуда-то информацию спецслужбы получали. Третья группа, те, кто совершил преступление здесь, на бытовой почве, неважно какое преступление, эти люди уже их депортируют. Сейчас в связи с коронавирусом депортация приостановлена, но в любом случае эти уже готовые, они здесь сидят в лагерях. И, кстати говоря, я вот в прошлый раз, по-моему, тоже забыл напомнить, что здесь умер один чеченец в депортационной тюрьме. Мы вчера хотели, вернее, хотели сделать демонстрацию, она у нас была запланирована большая демонстрация о том, чтобы прекратили депортацию в Чеченскую Республику и в Россию.
с австрийцами совместно планировалась очень большая демонстрация с переходом с одного места на другое, к парламенту, туда ближе. Но, к сожалению, из-за этих событий вчера мы не смогли ее провести, потому что город был закрыт, и центр города был перекрыт, и мы это дело отменили. Перенесли на другую дату. На репутацию нас, это остающихся здесь, многих вышлют, скорее всего. Если мы ничего не будем предпринимать, многих выкинут из Европы. Конечно, я к этому иду. Ты знаешь, репутация в каком плане? Кто учится в школе, да? Все время учителя, дети друг другу, чеченец, там, такой-сякой. Идешь на работу, тебя уже не принимают на работу не с охотой, да? Уже смотрят, чеченец, значит, ты конфликтный, значит, ты можешь подраться с кем-нибудь, еще что-то такое. Потому что газеты все время пишут, что чеченцы такие брутальные, такие, они дерутся все время, газеты все время преподносят им таких чеченцев. Когда ты идешь работать, они видят первый раз чеченца, но в газете написано 100 раз, что чеченец вот такой. И, конечно, ты приходишь, они тебя абсолютно не знают, но тут же делают из тебя уже образ, какой у него создался, и они в это клише тебя засовывают, как чеченца, бандита, да, террориста, будущего или бывшего или какого-то другого. И все. Ты не можешь здесь сейчас на данный момент в любом учебном заведении тебе напоминают, что ты чеченец, идешь в любое место, на работу, везде одно и то же. Каждый день о чеченцах все время говорят. Ну, просто дело в том, что пока мы на такой волне, да, на такой повышенное внимание к чеченцам, мы бы должны были по логике использовать это положение для выгоды для себя. Если бы наши умные ребята, умные девчата, умная молодежь взяла бы в руки микрофон, да, и начала бы немножко как бы озвучивать, освещать и показывать, кто мы такие на самом деле. И если бы, тут еще, знаешь, беда в чем? Вот эти люди, которые слишком какие-то, как я сказать, радикальные, нерадикальные, все там пытаются жить Кораном и Сунной, они вот запрещают, внушают людям, что музыка нельзя, танцевать нельзя, рисовать нельзя, там петь нельзя, плясать нельзя. Все у нас под запретом. Потом ты начинаешь, когда пытаться что-то показывать или что-то такое рассказать о чеченцах, да, тебе показать нечего. Нету музыки, нету музыкантов, нету песен, нету певцов, да, там нету фильмов, потому что никакого режиссера нету. Нету, рисовать нельзя, художников нету. Вся вот эта проблема. Журналистов тем более нету, да. Потому что если журналисты будут об этом говорить, то тоже домой все ездят, журналисты, которые я знаю, ездят домой, сюда, из дома сюда приезжают. Естественно, они не могут об этой теме говорить. Это табу для них, потому что у них будут потом проблемы. Они это распространяют, этот страх на чеченское общество, и ты у любого чеченца, помнишь же там в Берлине, когда мы были, да, уже из героического чеченского народа, который 2 войны прошел, да, победил русскую армию, многотысячную, превосходящую в 100 раз русскую армию. Вот теперь мы стали трусами, да. Вот каждый, посмотри, я боюсь. Как такое можно говорить? Как может мужчина сказать, что я боюсь? Это вообще нонсенс. Хусейн, здесь вот как раз как найти тут пишет. Аслан, я вчера учительница моей дочери начала хаять чеченцев. Он во Франции, я так понимаю. Дочь возмущалась, и подруга моей дочери сняла на телефон. Потом они пришли к директору и показали видос. Училку уволили. Может, и на несколько дней, или на совсем, не знаю, говорит. Но уже начинается вот это вот вы чеченцы, вы то, вы сё. Ну и тогда возникает вопрос. Я, например, считаю, особенно после последних событий, Хусейн, с моей вербовкой, попыткой моей вербовки, что среди вот ичкерийцев, да, так называемых ичкерийцев, есть агентура. И вот Хамзат Гилаев, мой постоянный подписчик, я его не знаю лично, я так думаю, Хамзат Гилаев задает вопрос. Аслан, как смотрит Хусейн на то, что среди ичкерийцев находится путинский вербовщик? Я имею в виду то, что ввиду того, кто тебя пытался вербовать. Вроде он на митингах бывал. Хусейн, что ты по этому скажешь? Как ты смотришь на это? Например, Отрицательно смотришь? Да, я скажу.
отрицательно на это смотришь. Я, знаешь, не то чтобы отрицательно, да, я больше того скажу, я этого человека видел всего один раз. Один раз на митингах каких-то, я его видел один раз в Швейцарии, больше ни до этого, ни после этого я его не видел. Я к таким, конечно, вещам отношусь очень с подозрением большим и очень отрицательно. Такие вещи недопустимы абсолютно, да, чтобы человек в открытой форме вербовал кого-то здесь, и тем более в такой форме, как я от тебя это слышал, это вообще ужас тихий для меня лично, да, потому что меня тоже пытаются, знаешь, некоторые наши умные люди пытаются там привязать какое-то то, что я там был завербованный, не завербованный, там сидел в тюрьме в Лефортово, потом на Ханкале сидел, там, может быть, меня завербовали, ну такая чушь нет-нет появляется в сети, да. Есть такой Докка Амагов в Турции, наш тоже депутат, он обычно этим спекулирует, этим делом, хочет каким-то образом имидж поломать, но дело в том, что был бы я Доккой Умаровым, да, Амаговым, или таким, как Докка Амагов, я бы тоже не был бы ни в плену, там, ни раненым бы не был, нигде бы не сидел, да, со своей женой где-нибудь жил бы, наверное, и жена бы не погибла, там мой племянник бы не погиб, который со мной был, да, и был бы дома где-то за границей, может быть, где-то в Ингушетии, просидел бы, и было бы нормально. То есть здесь я тебя понимаю, да, я тебя прекрасно понимаю и понимаю людей, которые спрашивают. Это, я да, это подписчик. Отношусь к этим, ну, к подписчикам, да, очень отрицательно отношусь. Я не хочу такого, видя людей, которые вызывают хоть какое-то сомнение, я не хочу видеть в рядах ичкерийцев никоим образом. И поэтому я свое мнение по этому поводу сказал людям, которые меня спрашивали его, да. Я им сказал, что я думаю по этому поводу. Здесь просто то, что я говорю, я примерно сказал, еще больше там сказал. А ведется какая-нибудь работа в этом направлении, Хусейн? Я почему поясню, Хусейн, Бехмабила, сейчас я вопрос сформулирую. Например, этот человек, который меня вербовал, да, здесь такой ажиотаж поднялся, здесь очень сильно эту тему раскручивали и пытались Кюгева, идти, гори, вожи, за что Кюгева? И потом такая, хотя на меня говорили ФСБшники, что я кадыровский адвокат и все такое, это никого не волновало, а тут, когда я никого не прошу, все почему-то пытаются вот этот вопрос как-то решить. И этот человек многое время общался с нашими ичкерийцами. И до сих пор, вот за это время, кто с ним рядом был, его друзьями себя называл, никто не открестился от этого. И так получилось, что я сказал, да, и вроде бы и я как бы свой, да, и он как бы свой получается. И не получилось, что вот я Ахмед Закаеву об этом говорил, всем об этом открыто, публично, потом уже публично имя назвал, все сделал, потому что не было никакой реакции. И вообще будет ли вестись какая-нибудь работа в этом направлении? И нахуй они будут представляться от Ичкерии и в том числе и теракты могут совершить от Ичкерии. В том числе. Почему нет, если он представляется ичкерийцем, а сам работает на ГРУ, где-то замешан, сбежал куда-то в Сирию и сказал, вот я Ичкерия. И все, и мы уже запятнаны. Есть работа какая-нибудь, ведется какая-нибудь в этом плане? Ну, я не знаю, я депутат парламента, я не член правительства, поэтому я там какие-то тонкости, конечно, не могу знать, ведется или не ведется. Я знаю, что я на эту тему разговаривал, я свое недовольство высказал. Там уже кто должен, обязан на этом деле работать, да, он должен привести к какому-то логическому завершению этот вопрос, да. Например, я открыто говорю, что я не собираюсь с такими людьми, например, ни за одним столом сидеть, не работать вместе и так далее, и тем более общаться. Мне абсолютно это не надо. Сегодня мы не должны подтягивать каких-то подозрительных людей, да, каких-то людей, которые где-то ГРУ, МАРАУ, где-то с русскими какие-то дела крутили, да. Из-за того, что мы себя так ведем, из-за того, что мы
вот заклинились на этих старых кадрах или на подозрительных, на сомнительных кадрах, у нас дела немножко не очень хорошо идут. Нам нужна молодая кровь, нам нужны молодые специалисты, молодые люди, знающие языки, и вот эти люди только способны что-то сделать. В данном же случае, да, в случае с тобой, и после этого случая, вот то, чтобы мы, например, за это время сделали бы полезное, да, во-первых, они тебя на месяц выбили из колеи, с одной стороны, с другой стороны... Это другая причина была, Хусейн. Я то, что на месте... это не важно. Меня включали в программу и так далее. Не-не-не, это же... Хотя это тоже меня повлияло. Не было, это вредительство в каком плане, когда мы, те, кто хочет продвинуться вперед, мы вынуждены барахтаться во внутричеченских проблемах. Да? Этому скажи, тому позвони, тому скажи, давай кюги вати, курги вати, болга. Вот это я имею в виду. Это занимает абсолютно время, которого у нас и так нету. Да. Поэтому здесь надо просто вот эти вещи, да, очень жестко реагировать на такие вещи, очистить свои ряды, естественно, да, и продвигаться к прогрессу. Нам надо вести международные дела. Мы живем в Европе, и нам надо общаться на международном уровне с депутатами, с разными там политиками и так далее, разных рангов, разных стран, искать друзей, искать единомышленников, не дать нас загнать вот в этот радикализм, да, как бы полностью, чтобы нас вот, еще и Ичкерию там, и флаг наш, который уже засветился в Сирии даже, да, и которые люди вчера буквально, там Волк им мешал, джаматовские группы, мы помним, что они были против ичкерийского флага, хотели убрать Волка, там потом у него глаза выколоть, там много-много разных вариантов было. А теперь эти бессовестные эти люди носят ичкерийский флаг, стали под него, потому что он стал для них уже как бы защитой. Но дело в том, что эти люди могут его дискредитировать. Да? Вот какое-нибудь такое убийство, как было во Франции, например, и если у этого парня найдут в кармане или чеченский паспорт, или какой-нибудь значок, как у меня на пиджаке, да, ичкерийский, или какой-то флаг, или что-то такое, ну, это раструбят и может очень печально кончиться для нашего дела. То есть мы не должны дать дискредитировать то, что нам не принадлежит. Это принадлежит нашему чеченскому народу, это принадлежит истории, это принадлежит не нам, да, и мы не можем распоряжаться вот этими ценностями, которые нам передало наше поколение, наш народ на хранение. Мы должны эти вещи хранить, имеется в виду нашу историю, нашу конституцию, наши атрибуты, и продвигать их, очищать и показывать миру, что мы хотим быть свободными, демократическим, тут я хочу подчеркнуть, да, именно демократическим государством, таким равным государством, которое вот, мировое сообщество нас может признать. А нас может признать только таким государством, а не каким-то радикальным, не каким-то, где голову будут рубить и так далее, или палками бить по спине, как это мы делали в 97 годах. Надо понимать, что в этом мире, да, нету пока другого варианта. И есть цивилизация, есть развитие, и мы все, чеченцы, должны стремиться к тому, чтобы развиваться, не идти там куда-то, да, в 11 век примерно. Да. И именно идти путем прогресса. Хусейн, тогда мне тут просят как раз ссылку про вот этого Эльдара, нашего Эльдарова, по-другому его зовут Руслан Сулейманов, и так далее. Есть там много информации. Руслан, я вот хочу просто дополнительно сказать, что мы все выходцы, ты с какого-то села, я там с какого-то села или из города, или у меня там соседи, какие-то друзья, куча знакомых, где-то я работал, меня все знают, да? Имеется в виду, те, кто меня знают и с такой стороны, которая не знает. Они могут сказать, вот там Исханов такой, что-то украл, там где-то что-то. Ханкалиев оружие получал, допустим. По Союзе макароны продавал. Да, или макароны, гуманитарку. Да, как один тут. Да, есть такие. Недавно говорил.
То есть и на него, и на этого человека, если действительно то, что он тебе рассказывал, имеет под собой почву, хотя здесь один уже в Австрии подтвердил, что это реально. Еще то, второй подтвердил, еще один подтвердил. Да, то эти люди, конечно же, и наши слушатели могут свободно узнать, из какого села, позвонить, такого-то, знаешь, чем он занимался в ночь с такого-то на такой-то, да, как в кино говорят. И все, там никакой сложности нет. Да. Определить, кто был, кем был и чем занимался. Говорить мы все красиво умеем, конечно, но все надо понял. По делам смотреть. Надо. Понял. Давай тогда оставим эту тему на вопрос. Давай, у нас сегодня тема атака на Францию, русский след. Хусейн, расскажи тогда, как вообще обстоят дела с контролем за русскими? Какая-нибудь есть служба, вот за чеченцами очень следят, а за русскими или же там с русскими связанными чеченцами следят? Или только вот радикальный, вот он есть внешний вид, да, борода, там он это говорит. А вот если он ходит в российское посольство, это чеченец, попросивший убежище, или ездит часто домой, да, что как бы хочется всем ездить, это ничего в этом плохого нет, но сам факт то, что тот, кто часто ездит домой, тот как бы является угрозой. И еще момент, водители автобусов, вот эти люди, которые перевозкой часто ездят туда-сюда, и они живут, например, там и тут, на две страны живут, допустим. Вот за этими людьми какой-то контроль, какая-то работа какая-то ведется вообще? Ну, конечно, спецслужбы Австрии располагают всякой информацией, но здесь, знаешь, нет, вылавливают какого-то шпиона, который хотел, там, например, вертолетные то ли двигатели, то ли вертолетные какие-то эти. В общем, на него вышел, на работника, который в этой сфере нужного военного австрийца вышел один шпион русский, он был шпион, успел убежать, нашего австрийского офицера арестовали. То есть такие вещи есть, но это такое, знаешь, такой глобальные вещи, глобальные какие-то преступления. На мелкие преступления России, которые в отношении чеченцев, они тут гадят, или еще какие-то мелкие, на это мало какого внимания обращают, потому что, я как уже сказал, Австрия является как бы нейтральным государством, да, конституционный нейтралитет, и на ее территории тут целая спецслужб. Австрия входит в НАТО? Австрия не входит в НАТО. В том-то и дело, что она не входит в НАТО, и она нейтралитет имеет. Конституционно ни в какие военные блоки не входит. Поэтому вот к ней такое отношение. Да, у нее с Россией прекрасные отношения, потому что в 57 году Австрия получила независимость, как бы российские войска отсюда вышли, американские, все французские, и Австрии дали свободу и независимость, и оставили ее жить так, как она хочет. Но влияние России, да, настолько сильно здесь, что, как мы помним, недавно Путин прилетал на свадьбу одной, Кнейсел была такая, министр иностранных дел и интеграционный министр. У нас министр иностранных дел занимает две должности. Вот он прилетал, Путин прилетал на ее свадьбе, танцевал у нее там, что такое. А ФПО партия. Она сейчас есть? Политика? Она в политике еще? Она сейчас, по-моему, нет, она сейчас не министр иностранных дел уже, потому что эта партия ФПО потерпела. Вот после того, как они там... После этого Штрахе, да? Штрахе, да. Сейчас ее нету, там многих из ФПО убрали из власти. Но в любом случае они живут, они есть, они продолжают делать свою работу. И, конечно же, они играют достаточную роль, потому что в быту вся политика, как мы знаем, проводится в быту, да, дружеские обнималышки, там разные дружеские эти отношения, и если бы ты какой бы партии не состоял, может быть, завтра будешь стоять там, пить пиво, да, с каким-то представителем другой партии, и они между собой будут говорить
например, вот, да, чеченцы, ну что за них цепляться, пусть едут к себе домой. То есть здесь еще, знаешь, ситуация в том, что сами чеченцы, да, последней волны, те, кто приезжали сюда, и многие средства массовой информации, умышленно и российские средства массовой информации, и вообще российское правительство умышленно дает возможность Кадырову говорить, я не знаю, чуть ли не от имени российского государства, да, дает комментировать, разрешает комментировать какие-то международные события, каких-то международных политиков, там, любого масштаба, да, то есть неограниченные вот возможности говорить что угодно. И это, я думаю, что это делается умышленно для того, чтобы Кадыров вошел как бы ну, такой имидж, создать ему имидж человека, которому все там позволено, что он человек, который имеет свою как бы собственную армию, человек, который независим от московской власти и так далее, чтобы сделать из него такую большую фигуру надутую, да, и за ней спрятать Путина и его военные преступления. Вот это задача ее. Да. Сегодня они раздули Кадырова до такой степени, что любой, кто сюда приезжает, рассказывает, вот там Кадыров нам жить не дает в Чечне. То есть получается, а эти уже здешние говорят, следователи или какие-то там суды, ну не дают вам Кадыров жить. Почему в Воронеж не едете, в Петербург не едете жить? Россия же большая. То есть наше вот это неумение работать, я бы сказал, да, и пассивность привела к тому, что война, русско-чеченская война превратилась в гражданскую войну с Кадыровым, к сожалению, большому. И вот Кадыров сейчас уже пуп земли, и все, что связано с чеченцами, связано только с Кадыровым. То есть Россия к этому никакого отношения не имеет. Ну это же Россия делает, это же Россия к этому подводит. Я об этом и говорю. Это, да. Конечно, Россия это специально надувает и делает. Об этом я и говорю. Да. Но тут я хочу прийти к вопросу, а что делаем мы, вот чтобы этого не было? Мы, которым грозит... Мы поддерживаем всех, кто ругает Кадырова. И все, сидим, ура, русских уже не существует, Путина не существует. Один Кадыров и там его пара сотен его головорезов. Да, ты видишь, мы здесь, вот если посмотришь, там вот эти социальные сети, вот дижонские события были, да? Вот очень много чеченцев приняли эти дижонские события, фактически это захват города какого-то, да, там Дижон я не был никогда, не знаю, насколько большой город, но все равно целая группа вооруженных дубинками, не знаю, оружия было, нет там, но людей захватили город, кромсали, все там били и так далее. То есть и все, да, чеченцы, там многие во Франции, там особенно джаматовские эти люди, они все, молодцы, там нельзя оставлять, надо вот так бить. То есть приехали в чужую страну, да, кто такие вещи позволит? Какая там речь может быть о наркоторговле, да, что власть не знает, что ли, если тебе не нравится наркоторговец, или там не нравится, что он здесь продает, надо сообщить власти, позвать полицию и сказать, вот этот человек или вот эта вот команда или группа нам здесь жить не дает в этом районе, пожалуйста, примите какие-то меры. Но самосуд, да, здесь такие вещи не проходят. Это стало таким пятном, да, одним толчком. Это уже сейчас связывают. Убийство под Парижем, вот это убийство учителя, и дижонские события уже связывают, пытаются сделать, что это вот одна цепочка, что вот этот человек. Я вот почему говорю, я тебе на том канале задавал этот вопрос, и сейчас... Почему эти люди, которые вот с этим Абу Хамзой из Вены, с эти дижонские события, кто их курит, почему эти люди не выходят в эфир или не говорят об этом? Царь, вот мы знаем, что вот Абу Хамза такой-то был, что ну, там суд был, вы видели, что в Дижоне нас вывел вот этот-то. Мы считаем, что вот это, наоборот, получается, как будто их прикрывают, хотя реально ведут-то российские спецслужбы это все, дижонскими событиями подготовили общественность, и вот сейчас человек взял и отрезал голову. Все, французы, чеченцы запятнаны, и мы все.
да, Вообще, вот, Аслан, если, например, вот за эти дижонские события, да, за то, что там выслали уже 12 человек, и там, по-моему, 200, что ли, еще на очереди стоят. Да, 200 с чем-то. Кто за это отвечать будет? Вот кто будет отвечать? Кто натравил этих людей? Кто там был руководитель? Опять зависло Осе. Ну завис, по-моему, твой скайп. А? Все, зависло. У тебя скайп завис. Не, у меня нормально, я себя вижу. Ну, я не видел тебя. Ну, Адица. Дальше Осе. А? Расскажи дальше. Вот ты остановился. Кто несет ответственность? Да, то, что в Дижоне было, вот за то, что депортировали этих людей, кто должен отвечать? Я вот хочу задать вопрос. Какая-то группа, какая-то организация ведь организовала вот это дижонское событие. Это же не было таким, знаешь, таким внезапным каким-то событием. Там за ними стояли люди, я знаю, стояли, потому что я слышал переговоры, слышал какие-то телефонные вот эти записи оттуда. То есть это умышленное, да, какой-то толчок. Какие-то есть люди, непонятно кто, я не могу называть имен, да, потому что я их пока не знаю, но есть люди, которые подталкивают дискредитации чеченцев в Европе, подталкивают тех людей, которые не понимают, куда их ведут, и не хотят вообще понимать, куда ведут. Если тебе говорят, пойдем драться, да, надо же сперва спросить, зачем, почему, что произошло там, по какому поводу. Если просто ты глупо идешь, тебя позвали, вот там чеченцы избили, пойдем быстро туда, сейчас мы их побьем, это уже вина этих людей, которые на такие вещи клюют, но эти люди должны понимать, что они всех подставляют, чеченцев, свои семьи, себя, самих и так далее, всех чеченцев, которые находятся в Европе. То есть это не личное дело каждого, здесь так надо говорить. Да, полностью с тобой согласен. Да, здесь попытка вот с самого начала, как мы сюда приехали, если кто помнит, вот я год не помню сейчас, когда Путин сказал, что Европа еще пожалеет о том, что приняла чеченцев. То есть это здесь, Джафаров только что как раз говорил. Джафаров этот говорил. Да, и Джафаров, и до этого Путин сам это говорил, я от Путина это слышал. Потом вот этот Джафаров говорит, что северокавказские исламисты очень опасны, да. Потом эту как мантру уже повторяют все, что чеченцы опасны. Я тот раз рассказывал, здесь одного парня видел с шапкой на голове, вязаная шапочка, видимо, из Москвы откуда-то, и написано «Осторожно, чеченец» на ней. То есть он не ходит, здесь на русском языке написано «Осторожно, чеченец», он даже не понимает, что там написано, потому что он здесь родился, вырос, и русский язык, наверное, не знает. Но ему дали эту шапку, и он в ней ходит, да, такой гордый, осторожный чеченец. Что бояться хорошо, все такое. Да, но мозгов нету, что сделаешь. Ну, здесь я просто опять хочу вину, да, не сталкивать на кого-либо, не какие-то там людей, которые, ну, сказать, да, вы там какие-то виноваты с той стороны экрана, или там какие-то люди, которые должны этим заниматься, не занимаются, да, потому что таких людей тоже нету, тут единицы только. Это мы сами, я тут сидящий, например, и ты с той стороны сидящий, и другие, кто слушает нас и смотрит, мы все должны заботиться о своей судьбе. Мы должны беспокоиться о своей судьбе, потому что один прекрасный день, когда за вами придут, и вы не будете готовы, да, вот тогда будет трагедия, тогда мы будем говорить, ой, лучше бы я там сказал бы, лучше бы я это сделал бы. Потому что, вот как говорил, знаешь, имам Шамиль, вот говорят у него такие слова, да, эй, нохчи, шо викнак халакш, ламбат, шо гонак чукуш, ордац. То есть у нас нету грани, да, между преступлением, да, и героизмом. Вот я знаю, что у нас нету этой грани, потому что с тем же Абу Хамзой, который сидит в тюрьме, да, вот это Демиру, который Ибрагимов, все ходили с ним, здоровались, обнимались, он такой, он религиозный, да, там, иншаллах, умеет говорить, все такое. Здесь я знаю многих людей таких, да, вот здесь в Вене. Я с ними, например, не разговариваю,
Я всем обычно говорю, вот если человек, да, считаешь его подлецом, как ты можешь с ним здороваться? Там волким, лицердовой, ну, здесь уже совсем другая категория. Здесь уже жизнь или смерть, вопрос вот так стоит, а не просто волки. То есть нам надо самим научиться подонков, подлецов называть подонками и подлецами, и хорошего, нормальных людей называть хорошими, нормальными людьми. Вот только тогда у нас что-то получится. А пока мы вот такой комок, да, там, из всего, чего попало, если примерно возьмете пластилин, да, разных цветов, смешаете его, и будет такой рябой клубок. Вот пока мы вот в таком положении, да, у нас ничего не получится, потому что мы сами себе вредим. Потому что эти люди нам подножки ставят. Да. Те люди, о которых ты говорил, и те люди, которые здесь, и те люди, которые лучше религиозные, чем, не знаю, там какой-нибудь святой, любой какой-то шейх. Да. То есть здесь надо самим регулировать эти вещи, пора уже регулировать. Пора не вестись на эти религиозные разные пропаганды, да. Пора понимать, что вот человек Всевышним создан для добра, религия, ислам создана для добра. Она никакая там голову отрезать не говорит, никому ничего такого не говорит. Вот что мне интересно, да, Аслан? Да, мы все живем в домах, да, в каких-то же домах, в сотных домах, или там многоквартирных домах, не в частном секторе, здесь мало кто живет в частном секторе. Вот все чеченцы, которые находятся в Европе, в любой стране, они живут в каких-то домах, да, подъездах. В этом подъезде живут разные люди. Порой ты даже не знаешь, кто там живет, как его зовут, какой национальности, вероисповедания и так далее. Вот что интересно, эти люди нам абсолютно же не мешают, да? Живет в подъезде человек, может он выпил, может он наркоман, может он там какой-то совсем безбожник, да? С собачками, без собачек, как попало. То есть эти люди нам не мешают. Вот будто мы здороваемся, выходим и хотим с соседями быть очень в теплых отношениях. И тут же, да, не любим других соседей из других подъездов. Какая-то парадоксальная вещь. Не любим христиан, да, которые там где-то, образно говоря, там на улице где ты не видишь. А христиане, которые у тебя в подъезде живут, мы их любим, уважаем, там, год говорим, здороваемся все время. То есть или шиитов, если у тебя в подъезде живут, их тоже мы не трогаем, да, и уважаем, здороваемся за руку, дети там наши дружат, все такое. Но если шиит где-то далеко, да, вот его надо убить, да, сразу. Вот эти вещи, это пропаганда. Пропаганда, чистой воды. Которые занимают мозги нашим детям. Да, чистой воды пропаганда все. Без сомнения. Поэтому надо научиться нам различать хорошее от плохого, хорошего от плохого тоже, и вот правду от кривды и так далее. Это несложно сделать, просто надо думать головой. Религия нам говорит, что мы должны думать все время, да, учиться и думать. Вот эти две функции пока у нас отключены, пока мы их снова не запустим, да, мы будем вот так барахтаться и будем получать, набивать шишки себе, и нас будут ненавидеть здесь, депортировать, унижать, принижать, и наших детей тоже. И у нас очень слабенькое будущее тогда в Европе. Да, совершенно. Когда я, например, тебе сказать честно, да, я вот, знаешь, такой, я это пишу все время, да, такой хороший, ну, такой мечтаю о такой перспективе, когда чеченская молодежь закончит университеты, станут хорошими специалистами, сделают себе имена здесь, да, во всей Европе, войдут в политику, и через политику, будучи в каких-то там парламентах разных стран, будут лить воду на нашу тоже чеченскую мельницу, не только там в стране, в которой он живет. Они могут там уже вести какую-то разъяснительную работу, влиять на какие-то процессы политические, да, к которым мы сегодня абсолютно не имеем никакого доступа. И поэтому вот вся надежда вот на эту молодежь. Но молодежь, к сожалению, сегодня зомбированная родителями и страхом, да, они под действием страха, что там дома кого-то задержат, убьют, прибьют, они сегодня парализованы. Вот нам надо каким-то образом вот этот паралич у них убрать, как-то сделать это более смелым. Это мы можем сделать, если
найдутся среди нас нормальных людей, да, людей, которые чем-то занимаются, если мы будем своих детей показывать в первую очередь, своих детей втягивать в эти процессы, да, и наши дети, когда будут где-то выступать, где-то что-то говорить, а тогда, я думаю, появятся последователи, потому что они видят, что им ничего нет, значит и нам, может быть, ничего не будет. То есть я просто это даже помню, я уже, по-моему, рассказывал, в 95-м году, 94-й год, по-моему, 95-й, вот так вот, год, когда в президентском дворце, мы были в президентском дворце, нужна была там помощь, и Шамиль Басаев шел, минутки собрал каких-то людей и хотел их перевести через мост в район этого президентского дворца, перед Совмином. Да. Осень, я все слушаю, я просто... Хадица, я просто слушаю, я тех наших зрителей хочу переманить на этот канал, чтобы они тоже услышали. Хорошо, все слушаю. Ага, да, и вот эти необстрелянные бойцы из разных сел, которые пришли с оружием в руках, приехали на минутку, но они не были ни разу в боевых действиях, их надо было каким-то образом для начала затянуть туда. И вот Шамиль Басаев привел их до начала вот этого моста, где там, кто помнит, был магазин «Океан», там гостиница «Чайка», вот в этом районе. И эти люди боялись переходить, и Шамиль Басаев пошел туда на мост, стал в середине моста, но там стреляли везде, естественно. И вот так руки расставил и говорит: видите же, меня же не убивает, меня же не попадает, идите сюда. Вот так он их переводил на ту сторону. То есть наша задача здесь, да, тоже вот своими такими действиями мы можем только показывать, что мы не боимся, что мы правду говорим, что от нас много чего зависит, да, если мы будем рассказывать правду, если мы будем доводить до людей, что нельзя бояться, что бояться вообще стыдно и позорно, чеченцу бояться, да. Мы почему-то не боимся, знаешь, вот на ринге выйти, на ринг ММА, и набить морду до крови, да, там поломать руку, ногу, положить человека, бить, там у него кровоподтеки, такие рассечения разного рода, да. Там мы не боимся почему-то, да, сказать слово за свой народ, сказать правду о своем народе, правда этой ситуации, то, что у нас дома творится тоже. Да. Вот это сказать мы боимся. Вот для меня, честно я тебе говорю, я просто не пойму, откуда это взялось, откуда этот страх в чеченцев взялся, абсолютно не пойму. Это чем надо было накормить и напоить, чтобы таким образом всю молодежь, ну, не знаю, нейтрализовать. Угу. Так. Ваше мнение о Тимишеве спрашивают, Хусейн, чуть-чуть переходя от террористов к пособникам оккупантов. Что ты скажешь по поводу Темишева? Знаешь такого? Муса Темишев. Муса, наверное, я не знаю. Ну, Муса Темишев, всем известный человек, когда-то работал в Грозном, при Дудаеве, потом работал, по-моему, пресс-секретарем уже при Завгаеве, когда была война первая. Дальше что там говорить? Уехал в Москву, жил там первая война, когда была в Москву. Очень большой противник Дудаева был. В общем, такие дела. Сегодня там пытаются какие-то вещи говорить, да, умные, полуумные. Я бы на месте таких людей просто молчал бы, да, доживал бы свой век. Надо было быть героем, когда это надо было, когда нужно было народу, когда нужна была помощь народу, вот тогда надо было становиться на сторону народа и говорить, а не против народа, когда шла война. И причем Муса, наверное, прекрасно знает, кто был провокатором этой войны, кто зазывал российскую армию для свержения Джохара Дудаева, законно избранной власти. Да. Он прекрасно осведомлен об этом, потому что он сам был вот в этих рядах тех людей, будучи в Завгаевом месте. Старый враг, получается. А как он оказался потом в Ичкерии, Хусейн? Он не оказался, где он оказался? Нет? Я его не знаю. Ну, здесь за границей, там все такое. А? За границей.
сейчас, живя в Европе, он живет, по-моему, в Страсбурге где-то, сейчас, живя в Европе, модно всем быть ичкерийцами, да. Сейчас уже подтягивается Ихван Гириханов тоже, и другие люди, которые в Москве жили до сих пор, потихоньку переходят в Европу, здесь становятся уже тоже... Я тоже жил в Москве, Усет. Я тоже жил в Москве. Ну, я не говорю о тебе, да, ты, будучи студентом, там, учился в Москве, жил в Москве, я говорю о людях, которые занимали большие государственные должности во время Чеченской республики Ичкерия, во время становления государства. Я говорю. Это... Большая разница между чиновником, да, который перешел во время войны на сторону врага или там смолодушничал, ушел, и между, конечно, людьми, которые жили в Москве там и работали, и что-то делали. Совершенно две большие разницы. Хосе, а вот ты вот этот Гирихан, да, Усман Гирихан, Муях Карачинце? Гирихан, Ихван. Ихван Гирихана, Ихван Гирихан. А какой пост занимал Ихван Гирихана? Ну, он тогда был председателем Конституционного суда Чеченской республики Ичкерия. Очень высокий пост. Конечно, это президент судей. Не рядовой человек, но он посчитал, что может 2 войны просидеть в Москве. Я просто, честно говоря, я его не осуждаю, ничего, каждый человек может делать, что он хочет. Я не хочу сказать, что он там плохой или хороший, я его так видел немножко, знаю очень мало о нем. Но просто я знаю, что при такой должности человек не должен был этого делать, это я знаю. Остальное дело уже его личное, дело его личных качеств каких-то, да, может быть, он услышал, будет и недоволен тем, что я говорю, но это факт. А сейчас он уже возвращается. Я слышал его просто сообщение, как-то я был с ними в одной группе в WhatsApp, и там он говорил, что он ярый патриот, и никто из сердца Ичкерию его не заберет. А сейчас он занимает какой-нибудь пост в Ичкерии в правительстве? Я, честно говоря, нет, он не занимает пост, я не знаю, он занимает пост или нет. Я слышал только, что он недавно, тоже не знаю, что он переехал в какую-то страну европейскую, здесь осел. В Швейцарии, по-моему, он, да. В Швейцарии он, по-моему. Да, я не знаю, честно говоря, в Швейцарии или где он находится. Я как-то с ним давно переписывался через Facebook, мы там немножко поругались, естественно, когда он рассказывал, как он поехал в Буденновск, когда Шамиль был в больнице там, и как тяжело было, как они с таким геройским, еще один с ним был, совершили геройский поступок, зашли в это здание, да, их привезли из Москвы, естественно, с русскими войсками пришли, и они тут зашли, в них стрелять наши не стали, как парламентеры зашли, разговаривали, еще какого-то вывели, там несколько человек оттуда. Из его рассказа я так почитал то, что он там пишет, и для меня тогда рассказ, вернее, героизм или героический поступок, героизм Шамиля Басаева просто померк по сравнению с тем героизмом, который там Ихван проявил. Ну, неизвестно, героев тоже у нас много было, Бог считается. Да. Ну, и Мадуева, я вот об этом я же все время говорю, да, что мы вот не знаем, вот этой рамки нету, хорошее, плохое, героизм, подлость, да, вот грани, у нас четко определенной грани нету. Мы вот так вот, знаешь, вот так вот. Все вот так вот. Когда началась вот эта война, да, вторая русско-чеченская война, в 99-м году, 2000-м, я до 2004 года был дома, пока вся территория не была занята, занимался и военными, и политическими там делами. Я разговаривал с ОМОНовцами, кто шел на работу к русским, да, я все время говорил, почему, я не пойму, почему вы идете работать на русских. На тот период все такие, у них были очень хорошие намерения, да, помочь нашим, чтобы охранять наших, там, помочь родственникам, себе помочь, как бы, чтобы не задержали, не увезли. То есть такие были очень благородные намерения.
у всех, да, у любого, кого я не спрашивал. В итоге что получилось? Сегодня мы видим этих людей, да, которые с хорошими намерениями пошли работать в ОМОН, в полицию и так далее, и так далее. Сегодня они кромсают таких же чеченцев, своих соседей, школьных друзей, бывших друзей, и так далее, иногда и родственников даже. То есть вот эта вот грань, о которой говорит, грань, да, пока мы ее не проведем, вот мы не сможем стать настоящим народом. Вот у нас будут развиваться эти родоплеменные какие-то отношения, гражданами, семейные, дружеские, там, клановые, непонятно какие. Но народ не должен быть таким. У народа должна быть единая цель, единые мысли и какая-то цель, к которой они должны прийти. Тогда этот народ становится народом. А так, если копошиться тут внутричеченские вот эти вот дела, да, мы будем очень-очень долго барахтаться здесь. Это может быть связано, Хусейн, то, что вот с нами не идут на контакт, что среди нас есть много людей, которые работают, например, ну, у этих же спецслужб, например, есть какая-то информация, которую мы не владеем. Они смотрят, да, посмотришь, этот ичкириец не совсем ичкириец, этот да тоже не совсем. Им не нужно помогать Ичкерии все это разжевывать, объяснять, они просто говорят, аяхка одним миром мазаны. Нет, Аслан, даже вот смотри, если мы, например, живя здесь в Европе, да, в своей риторике или в своих выступлениях будем произносить такие какие-то религиозные термины, слова и так далее, да, и в то же время будем просить европейских каких-то коллег или там каких-то парламентариев, там каких-то политиков помочь нам, да. То есть при той ситуации, которая здесь установилась, антиисламская, там еще какая-то, да, особенно после Сирии, после создания халифата, то всех сейчас уже под одну гребенку, не разбираясь в этой кухне, да, в этой религиозной исламской кухне, всех, кто говорит на таком языке религиозном, их приравнивают к этому ИГИЛу. То есть здесь надо тоже, если ты занимаешься политикой, да, здесь надо очень осторожным быть в выражениях, потому что если несколько раз неправильно что-то скажешь, с тобой просто будут улыбаться мило, но тебе уже дорога закрыта, с тобой не будут считаться, с тобой не будут разговаривать. То есть ты уже будешь персоной как бы в душе у него, нон-грата. Поэтому вот эту исламскую риторику для политиков, да, надо оставить для бытовухи. Ты можешь дома объясняться как хочешь, можешь в мечети говорить как хочешь, там, молиться как хочешь, но это не должно быть здесь на дипломатическом уровне. Если мы этого тоже там, да, не поймем, это тоже у нас мало будет. Мы будем внутри себя будем говорить Ичкерия, там все вечное, там такая-сякая. Но продвижение, да, к этому освобождению, к деоккупации нашего государства, будет очень длительным по-любому. Очень. Пока вот этот пыл, пока волна не собьется антирелигиозная, будет такой долгий, длительный путь. У нас времени вообще нет, да, у нас абсолютно нет времени. Нам, на мой взгляд, да, на сегодняшний день пора заканчивать игры в эти жамааты, в эти религиозные секты какие-то, да, вот в эти дела. Пока мы будем здесь сектантами, пока мы будем играться в эти религиозные игры внутри себя, то будем буксовать. Даже эти такие сильные блогеры прорусские, да, они даже поняли, что риторика имеет значение. Если в недавнем прошлом полчаса саламировали, да, салам алейкум, там, так далее, такая тирада целая, да, аяты из Корана, там, суры из Корана, в общем, приводили, то сегодня уже ограничиваются очень короткими приветствиями. Ты уже заметил же? Я помню, Хусейн, я помню во Франции, там один кричал «Ва ислама» или «Я ислама», я не помню, что... Я не понял, для чего он это кричал. Это было показать, что мы такие угрозы для вас, французы, мы такие суровые, или же потом сказать, я на площади во Франции, в Париже, вот заявил, возвысил имя Аллаха, а что сделал ты, например, он может сказать. Да.
Ну, примерно, вот если представим, эти люди, да, собрались перед Европарламентом для того, чтобы попросить у Европарламента, чтобы Европарламент обратил внимание на какую-то чеченскую проблему, да. И тут же такбир, Аллаху Акбар, ва ислама. Вот это люди, я думаю, что шокированы были в этом здании, и они ожидали, наверное, атаки со стороны этих людей на захват этого здания, скорее всего. И после этого ожидать, что кто-то будет помогать нам, ну просто глупо. И поэтому вот эти вещи, да, сапожник, как говорится, должен точать сапоги, как это любил говорить Джохар Дудаев. А религиозные деятели должны вон идти в мечети, там работать, там проводить свои религиозные хаих-маши и так далее. Там должны не на площади, где-то во Франции или в Париже, и не в Австрии на площади, да, именно там место есть специально, где этим делом занимаются. Если спортом занимаются в спортзале, да, то, естественно, пропаганда религиозной надо заниматься в месте, отведенном для этого. Это тоже непонятно. То мы не можем этого даже понять элементарно. Каждый хочет быть святее, как говорится, Папы Римского. Но это вся показуха. И на самом деле, реально, если ты за человеком день побудешь с ним, да, день посмотришь, он за день такое натворит, да, то там к религии вообще близко его даже подпускать нельзя будет. Сейчас, Хусейн, одну минутку. Здесь Чинхо, которого я сделал модератором, пользователь блокирует всех. Я не могу понять, что происходит. Я сделал... Освободился здесь. Ты, Хусейн, Адица, я просто назначил сейчас Чинхо здесь, на этом канале, тоже модератором. И он начинает блокировать всех наших подписчиков. Я не думаю, что он выжил из ума, но вот факт. Ну, блокировать-то не надо, пусть... Я не блокировал никого, он говорит. Может, мы не правы, мы не говорим же, что мы там на 100% наша вся правда, что мы только вот такие вот все умные там и такие крутые, да. Разные мнения, мы должны научиться тоже слушать друг друга. Есть люди, которые не понимают, да, есть люди, которые плохо реагируют на какие-то речи, да. Есть люди просто из-за неприятия личного что-то хотят сказать, из-за дезинформированности, кто его знает. Да. Если у этих людей есть вопросы, да, то мы готовы на них ответить. Какой бы вопрос ни задавали, примерно, я лично готов на эти вопросы отвечать, здесь нет проблемы никакой. Не надо там блокировать их и так далее. Пусть только дело, блокируются все наши, и он говорит, что он никого не блокировал. Вон что. Да. Но это может быть опять тогда эти друзья из Москвы. Вот чеченский след заблокирован. Его теперь надо сказать. Халид ММА заблокирован. Модератор Хамзата Гилаева, Вилписа Инкульта на время исключил. И вот я не знаю, как теперь их восстановить. А сейчас один на Бог. Чинхо я назначил модератором, и вот пошла тема. Ну, может, какой-то хакер залез через его... Ну вот, я не знаю, может, когда Валлахи не блокировал, говорит Чинхо. Я не знаю, с чем это связано, друзья. Я тогда, потом, как эфир закончится, здесь, короче, надо писать апелляции. Сейчас я буду писать на тот канал апелляции, то, что они меня сейчас заблокировали. И буду вот сейчас выискивать, кого ты заблокировал в папке заблокированных, чтобы восстановить их. Это тоже. Так. Мегердо, Хусейн. Сегодняшний стрим у нас, конечно, такой, как на войне говорится. Боевой. Да, боевой этот стрим. При всем при этом у других блогеров, которые занимаются этой деятельностью на территории России, а их много, с бородами есть, без бород есть, там всякие сякие такие есть, и их почему-то не блокируют.
их, наоборот, рекламируют, и никого это не наводит на размышления. Почему же так? Вроде бы московский вчера еще адвокат, вроде бы не призывает никого к каким-то радикальным вещам, но, оказывается, все-таки наша радикальность, она по отношению к России, и она не радикальность. Я не считаю себя таким каким-то супер радикальным, и тебя не считаю, Хусейн, даже по отношению к России. Наоборот, я считаю, что я делаю для русских больше, и ты делаешь, Хусейн, чем они того дослуживают. Я так считаю. Потому что, будь моя воля, нормально, я бы нормальное мышление, если у меня не переживал бы я за русских, да я бы плюнул бы на них и топил бы еще сильнее. Но я бы хотел, чтобы они стали нормальной демократической страной. Почему нас так атакуют, а других нет? Мы, в отличие от русских, да, мы разбираемся в людях. Мы не имеем как в отличие от тех, я хочу сказать, что 100% все русские такие-сякие, там мы об этом тоже не говорим, потому что мы понимаем, что среди русских тоже есть очень хорошие люди, власть и все, кто провластные, все, кто пропутинские, такие, кто хочет войны, да, мы об этих людях говорим, а не о всех русских, поэтому здесь тоже избирательно, и по отношению к чеченцам такое мало видится, каждый чеченец видится как террорист, какой-то бандит радикальный и так далее. То есть мы это понимаем, с кем мы имеем дело. У нас огромный опыт, и военный опыт, и мирный опыт, и гражданский, и политический, разный опыт ведения дел с Россией, поэтому мы вот так с нормальной точки зрения смотрим на ситуацию. И являемся угрозой для России по-любому. Для нормальных людей, имею в виду. Ясно. Хусейн, наверное, можно будет на этом наш обрывистый этот стрим завершить. Если есть что сказать по поводу вот событий, да, то, что вот террористическая атака на Вену, на Австрию, на Францию, как ты еще... я еще раз... Аслан, я еще просто хочу в конце еще раз подчеркнуть для тех, кто, может быть, не слышал, что эти обе атаки, которые были на Франции, убийство вот этого бедного учителя истории, и то, что произошло вот позавчера в Вене, это одна цепочка, за которой стоит Россия, и интересы этой России, интересы, чтобы каким-то образом отвести взгляд, отвести удар от Путина, да, из-за отравления Навального, они вот спецслужбы России переложили вот этот удар на чеченцев, там, на исламистов, на радикалов и так далее. То есть эти люди, конечно же, сыграли с нами злую шутку. Этот молодой парень, 18-летний, под Парижем, и вот этот албанец, который в Австрии это сделал, все равно от того, что он албанец, чеченская тема не ушла оттуда. Первым, которого назвали, был чеченец. Газета «Курьер» сказала, что это дело рук чеченцев, чеченца одного, и, в общем, нас не обошли по-любому стороной. Поэтому я еще раз хочу повторить, что за этими делами, за этими убийствами, за этой пропагандой стоит Россия, Лубянка, Путин и так далее. Да, совершенно верно. Наверное, Хусейн, тогда будем дальше следить за развитием событий, то, что там происходит у вас. Будем максимально привлекать и указывать европейцам на русский след вот в этих всех терактах, даже если они совершаются албанцами или кем-либо другим. Я просто хочу насчет Албании, хочу тебе и вообще зрителям напомнить, что Первая мировая война началась в Сербии, да, как этот город, Сараево. Началась Сараево, как мы помним, экс-герцога австрийского Фердинанда убили, там застрелили якобы анархисты, но потом это выяснилось, что там участвовали русские спецслужбы того времени.
Вот оттуда началась Первая мировая война. То есть Сербия и вообще Югославия бывшая, да, она была всегда сторонником России, сторонником русских, и они считают себя, сербы, например, считают себя больше русскими, наверное, чем сербами, и поэтому здесь вот то, что касается того, что албанец не имеет отношения к России, нельзя сказать, имеет прямое отношение, потому что у них эта страна, Югославия, была под пятой Советского Союза, и там, естественно, остались очаги агентуры и так далее, целая сеть, я думаю, она сохранилась, тем более в исламской среде. Да, в исламской среде это большая проблема еще с советских времен, потому что много было агентуры внедрено КГБ, как Ирак, в Сирию, ну и так далее. Спасибо за то, что отвечал в том числе и на острые вопросы. Я надеюсь, мы будем продолжать наш формат «Среда Исханова». И в любое, когда ты пожелаешь, всегда рад тебя видеть. И мои зрители, подписчики тоже. И еще, Алсен, атака, то, что произошло с тобой в стриме, и то, что именно твои наши передачи «Среда Исханова» прямо вот рубили просто вот эти просмотры, говорит о том, что ты представляешь угрозу. И у меня, я еще потом лично тебе, когда при встрече, подробности расскажу кое-какие, поступила информация из от надежного, на мой взгляд, источника, что ты лично, твоя жизнь подвергается опасности, и ты в разработке у русских террористов вместе со своими товарищами. Ну, речь шла о тебе, и, конечно же, и они тоже все могут пострадать. По этому поводу я еще докопаюсь до истины, до информации, и тебе, и службам необходимым все это сообщу, да, Мула. Лерлу, да, Алшуэль, да, это Бойр Хусейн. Твой пример для меня лично является, вот Асланбек Сиази, что ты очень настойчиво, упорно идешь по этому пути, и много лет это делаешь, и твой пример, я смотрю на тебя, не только дружу с тобой, но еще и со стороны на тебя поглядываю, для меня является примером, и чтобы до конца, да, мы, наше государство, за которое мы заплатили такую большую цену, продолжало жить. Мы говорим, тогда прощаемся. Можешь попрощаться, Алсен, и... Всем спасибо за внимание. Если будут какие-то вопросы, не стесняйтесь задавать. На любые вопросы мы готовы ответить. То, что мы знаем, о том, что мы думаем, и как мы примерно предполагаем, можем говорить на любые темы. Всего самого хорошего. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Все будет Ичкерия. Да, Аллах.